Ahmet tabii. Ahmet. Вы оплатишь. Hazmegат того августа в течение недели. На отключение уже платишь за счет. По данным энергетиков, у хозяина задолженность в размере 52 тысячи рублей. К тому же специалисты обнаружили, что пломба на счетчике сорвана, а это еще одно грубое нарушение. По данному факту составили акт. Домовладелец согласился частично оплатить счет за электроэнергию. На 3 месяца реструктуризацию долга егила, он парата хуге, стхона ответственного хуго, а договор бедолышкого чек хае, сказать аж да. Таких нарушителей десятки, и у каждого задолженность, которую не оплачивают годами. Сегодня энергетики решили пройтись по городу Назрань и призвать к ответственности местных жителей. Следующий в списке – дом по улице Сулейменова. Если жители сознательно игнорируют участников рейда, с потребителем долго не церемонится. В дело вступает спецтехника. По данному адресу были нарушения, был левый ввод, трехфазный кабель шел, и по однофазке у него чердачный ввод, и более 156 тысяч у него долг был. На данный момент мы абонента отключили, было уведомление, но абонент не реагировал. Своевременная оплата позволяет направить средства на ремонт ветхих линий и установку новых трансформаторов. Незаконные подключения влияют на их качество и тем самым снижают электроподачу. С теми, кто все-таки открыл дверь, сотрудники районных электросетей проводят разъяснительную беседу. В целом платежная система слабая, делятся специалисты. Я бы хотел обратиться к жителям города Назрань, да и в принципе ко всем жителям нашего региона, чтобы своевременно производили оплату за энергоресурс, за потребленный энергоресурс, так как это может сказываться в дальнейшем на их, скажем так, финансовую составляющую. Почему? Потому что отключение, подключение, это тоже за это нужно производить оплату. Сотрудники РЭС предупреждают, рейды продолжатся до тех пор, пока безответственных клиентов станет меньше. Произвести оплату можно в личном кабинете, на сайте Россети или в почтовых отделениях. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.